В частных домовладениях начали отключать трехфазные линии электропередачи, которые были незаконно подключены. Согласно предписаниям, работу проводят электрики СУЭС РУП Черноморэнерго, чтобы обеспечить население качественной электроэнергией. Каждый второй сегодня потянул самовольно 3 фазы. Никакого учета нет. У нас сегодня потребление идет около 450 до 500 мегаватт в месяц. 2–2,5 раза нагрузки выросли. Мы вынуждены обесточить потребителей трехфазного тока, которые самовольно подключаются. Акты по нарушениям составляют сотрудники Департамента энергетического и технического надзора Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору. Они заранее проводят проверки и выявляют нарушителей. Если незаконно, то мы пишем предписание вышестоящее руководство Черноморэнерго по сбыту, пишем предписание на отключение и проводим отключение совместно с Черноморэнерго. Технические условия люди есть, которые получают, но это не разрешающие документы на подключение. Это условия, которые они должны выполнять. А разрешающие документы на подключение дает Энергонадзор. Прежде чем отключить линии, инспекторы СУЭС предупреждают собственников домовладения. Но, по словам сотрудников, откликаются единицы. За последние 3 дня было составлено 18 актов. Без этого мы не отключаем людей, предупреждаем. Даем им срок, там 10 дней, 15 дней. Практически единицы, которые приходят к нам, на основании их акта я пишу предписание за номером такие, за самовольное подключение, что мы обеспечиваем электричество. 2 фазы. Фазу 0 оставляем абоненту, остальное мы отключаем. Это вынужденная мера. С каждым годом количество бытовых электроприборов в каждом доме увеличивается. Люди начинают подключать трехфазные линии без разрешения. А это приводит к тому, что падает напряжение в сети. Из-за этого некоторые районы остаются практически без света. Мало того, на подстанциях из-за больших нагрузок часто происходят аварии, сгорают трансформаторы. Трехфазных подключений по городу очень много. И по словам директора СУЭС Тимура Джинджоля, тех, кто будет пытаться повторно подключиться, ждет административное взыскание. Материалы, собранные Энергонадзором, будут передаваться в правоохранительные органы. И уже там совсем другой будет исход этой ситуации. Для подключения к трехфазного электроснабжения к нашим сетям, для этого абонент, гражданин должен получить технические условия, разрешение, где будет прописываться мощность, которую он может использовать, как должен быть он подключен к сетям, и чтобы это было не во вред нашему всему электротехническому оборудованию. Вы на сегодня знаете, из-за перегруза у нас произошло понижение напряжения в сети. Есть места, где напряжение у нас чуть ли не 120, 130, 140 вольт, что, естественно, практически, считайте, что у людей нет этого напряжения. С наступлением холодов усугубляют и без того сложную ситуацию в энергосистеме страны. Незаконные подключения майнингов. Как говорит Тимур Джинджоли, очень много приборов по добыче криптовалют обнаруживают именно в частных домовладениях. Люди их маскируют, ставят шумоизоляцию. Это та нагрузка, которая постоянно в наших сетях. Если человек вечером пришел, включил печку, нагрел там чайник, приготовил ужин, это кратковременная нагрузка. Это та нагрузка, которую еще наши сети себе могут позволить. А постоянную нагрузку у этих майнеров, вы представляете, если в каждом доме по 5, 10 или 20 киловатт будет стабильной нагрузки, постоянной. Естественно, наши мощности и сети не выдержат эту нагрузку. Надо отключить, если они стоят. Если они не сделают это самовольно, придется это делать нам. Еженедельно глава столичной администрации Беслан Ишпа проводит заседание пресс-штаба, где обсуждается план действий по борьбе с незаконными подключениями к сети. Согласно плану проводятся рейды по выявлению нагрузок в электросетях. В случае возникновения конфликтных ситуаций привлекаются правоохранительные органы. Дениза Герги, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.